Всем привет! Сегодня 3 февраля. У нас на улице опять минус 25. С утра было минус 32. Ждал пока потеплеет, но, к сожалению, немножко спал мороз. Время уже около часа. Приехал сегодня на своей Ниве, так как переправа есть, дорогу теперь чистят. Доезжаю почти до речки. Там недалеко, метров 300, уже река. Вот. Кататься на снегоходе прохладно. В прошлый раз обморозил себе нос. Так что сегодня мы пойдем на речку. Будем снимать дальше свои крючки, палки. Так как налим клюет плохо, но несколько штук мы оставим. Так как все-таки есть надежда, что немножко еще нас налим покормит. Итак, луночка первая готова. Сразу я вам скажу, большой надежды на рыбу здесь нет. Потому что все, кончился у нас налим крупный. Попадает одна мелочь. А ее ловить нам не интересно. Мы сейчас соберем всех мальков. Все баночки переложим их в одну. Ну, может быть, в две банки. А палки оставим до лучших времен. Поднимать их не будем. Вон, видите, что творится. Вот такая шалупень. В моей деревне каждый день. Аккуратно отпускаем. Не знаю, выживет, не выживет. Его проблема. По крайней мере, он уплыл. Это куница. Банку отцепляем. Палку поднимаем. Оставляем до лучших времен. Мы к ним вернемся через, ну, где-то, я не знаю, как будет весна, не знаю. Но к ним обязательно вернемся. Так, здесь оставляем палку. Ломаем веточку, чтобы отметить. Так. Мальков, чтобы не замерзли, пересыпем. Так. Баночку забираем. А бедные в тюряге вон начали уже самих себя жрать. Все, а эту лунку мы засыпаем и отмечаем палочкой, чтобы когда весной мы будем ставить продольники под бур, вся речка зашугована, и чтобы не портить ножи, здесь я точно знаю, что лед будет нормальный. Ну, по крайней мере, даже немного он тоньше должен быть. Так. Но к этим лункам весной обязательно вернемся. И надеюсь, они нам дадут еще половить сига, язя, хариуса. Ну, ёрш точно будет. Так, все, отмечаем. Здесь мы будем буриться весной. Палка уже будет готова, если никто не нарежет. Все, поехали дальше. Итак, вторая палочка-полчонка. Здесь у нас тоже тюрьма. Ну, и опять мелочь пузатая, даже две мелочи пузатые. Я говорю, крупный налим отошел. Попадается вот такая срань, блин. Тебе вот отцепить нормально. Плыви, кораблик мой, плыви.
гуляйте. Бог даст, еще может выживете. А не так ваши же сородичи вас съедят. Закрутили-то, закрутили как взрослые. Так, эту баночку мы также отцепляем. Высыпаем. Сколько малько испортилось-то. Все оставляем до лучших времен. Так, что у нас здесь? Вот куда он пропадает, крупный налим? Вот после нереста все ждал, что будет клевать. Клева так и не было. Ни во время нереста, ни после. Вот один за 2 недели попал налим. И то испортился. Ну как испортился? Уснул и не проснулся. Труп, можно сказать. А мелочь пошла клевать полным ходом. Оставляем до лучших времен. Все. Засыпаем, отмечаем. Итак, еще одна лунка готова. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, слава богу, ничего нет. Слабо. Ну, в смысле то, что мелочи нет. Все, кончился крупный налим. Есть. Оставляем до лучших времен. Засыпаем. Так, еще луночка готова. Так, она у нас с баночкой, чувствую. Банка идет как налим. Если забываешь про нее, сердце ёкает аж. Ну и тут. О! Да. Кулома. Еле живой. Заглотил глубоко. Тебя отпускать смысла нету. Так, ладненько. Отцепляем. Засыпаем, отмечаем. Так, еще палочка готова. Так, но прежде хочу сказать, здесь не один зверь, а скорее всего 2 зверя. Вот это, наверное, двойные, это куничьи следы, парные которые. А вот это цепочкой, это лиса, это лисий след. Ага, это вот лисий, вот она здесь личинку отложила. Вот цепочкой она ходила вдоль лунок. А вот это по буранке прошла. И парные, это куничий след уже получается. Так что зверя здесь хватает. Вон ворон летает. Тоже свою пайку ищет. Вон рыбак идет пешком там. Охотник, не рыбак. Вдоль леса идет на лыжах. Но отсюда его, конечно, не видно будет на камеру. Итак, смотрим, что у нас на этой палке. А на этой палке у нас ничего. Совершенно ничего. Но что-то было. Потому что мальков нет.
Видать, мелочь обдергала. Мелочевка, мелочевка. Так. Засыпаем. Итак, еще палочка готова. Что у нас здесь? Опять тюрьма. Опять тюрьма. Опять пустая. Там опять сопливая мелочь. Самое интересное, если раньше, гуляй, Вася, раньше вот такая мелочь попадет, посидит, и все равно налим его хлопнет крупный. То вот сейчас, вот в январе, где-то середина января, он будет болтаться неделю-две, но крупного налима уже нет. Где вот он? Куда он девался? Никто не знает. Итак, что здесь? А здесь у нас, походу, опять пузатая мелочь. Ну вот, куда тебя? Куда тебя? Опа, аккуратненько вроде бы. Иди, гуляй, Вася. Ушел хорошо. Обещал вернуться. Мальки живые, налима нет. Так. Пусть вороню покушает, зверю вороню. Им тоже кушать хочется. Ну что, палки-полчонки, вы отправляетесь где-то месячный, может быть, в двухмесячный отпуск. Мы к вам еще вернемся. Мы их отметили. Мы эти луночки найдем, просверлим. И весной будем здесь ловить белую рыбу. Так. Вот эти палки мы поднимать не будем. Немножко оставим. Штук десяток, наверное, здесь. Между делом можно будет их и проверить. Это недолго. А надежда все-таки есть. А вдруг какой-нибудь залетный налимчик. Вот такой, как этот, допустим. Этот пусть болтается, конечно. Зацепился он хорошо на крупный крючок. Живчик вон какой. Крупный налим мимо него не пройдет, а снимать его смысла нету. Вон, посмотрите сами. Вон, крючок зашел в глотку, вышел с пуза, повредив по-любому печенку. Снимешь, отпустишь, он тут же умрет. А так, если крупный налим рядом проплывет, 100% не пройдет он мимо. Сто процентов. Малек мелкий. Будем цеплять по несколько штук. Живцов я так и не ловил с Нового года. Все запасами пользуюсь. Вон сколько запасов у меня было. 5 банок. Идем дальше. Фу! Немножко лунки подзамерзли. Это не осень, но ничего страшного.
Так, тут что у нас? Опять пусто? Нет, опять мелкий. На каждой палке по мелкому. А, живой пусть гуляет. Так, куда мне его? Заглотил до жопы. Пусть гуляет. Может, кто его и цапнет. Малявок надо будет еще в тюрьму закинуть. Примерзнут скоро друг другу. Будем ждать. Так, наконец-то мы добрались до тропы так называемой, до той палки, которая меня много раз выручала и куда я поставил продольник. Посмотрим, что здесь, как вовремя-то, а. Да. Здорово, здорово. Где там, блядь? Я на речке. Алло, На речке, говорю, на речке. на речке? Да. Ага. Как, клюет? Можно сказать, что нет. Я поднимаю палки уже, несколько палок оставляю и все. Хорошо. Ремонт надо делать, это на рыбалку съебаться. Но меня не забывай. Думаю тоже об этом. Поэтому тебе звоню, хотел сказать, на больную мозоль надавить. Да ерунда, мозоль совсем не... Ремонт и позвоним на рыбалку. А, мозоль у меня не болит на этот счет. Какая бы мозоль ни была, она хрен заболит когда. Ну ладненько. Ну, давай. Вода упала. Глубины вообще не стало. О! А что это тут намотало-то? Что-то было, что ли? Походу, да. Опа. Друзья, да здесь натяжка. Есть налим. И накрутил он неплохо. А у меня крючка нету. Налим-то неплохой, видать. Мама дорогая. Что без крючка-то делать мне, а? Живой. Хоть бы не сошел. Так, съемка идет, видно, надеюсь. Ну что, будем пробовать. Вес просто тяжеленный. Налим, видать, крупный. Вот он. Вот он, вот он. Вот он. Енскаден. Енскаден, ты пока поплавай. Попал. Фу, на маленького налимчика. Весь крупный попадает на маленького налима. И зацепился вон, друзья, вообще ни о чем. Вот. Мне просто опять же повезло. Фу, как здорово-то, а. Наконец-то. Давненько у меня не было крупных налимов. Вот он, толстяк. Килограмма на 3 как минимум. Хороший. Беленький, светленький. Говорят, еще на Печоре налим кончился крупный. Вот он. Ха-ха! Нет, я, пожалуй, еще оставлю. Нет, нет, да попадает. Сработал опять продольник. Значит, все верно. Значит, здесь тропа. Смотри, как настроение-то поднялось, а? Это просто здорово, здорово. Я рад. Не, этот продольник, эти палки вокруг него я, пожалуй, оставлю. Те снял, но что делать? Все не успеешь, лед толстый. Здесь на мелкоте щука у меня перекусила леску.
Была щука все-таки. Ну вот, все-таки я и дождался. Ура! Все, начало темнеть. Решил включить фонарик, иначе съемка окажется бесполезной. Затянуло все небо, повалил снег. Обещали потепление до -2, до -5. Чувствуется уже все, резко теплеет. Не знаю, хорошо это будет, плохо. Как это отразится на клеве, посмотрим. Лишь бы не мело сильно. Что у нас здесь? Заросло все травой. Натяжка есть. Как всегда маленький налимчик. Как всегда они в паре. Ладно, посмотрим, что с ними сделать. Этого оставим, а этого заглотыша, наверное, придется отцепить. Итак, ладно. У нас еще один продольник. Глубина, течение. Каменное дно здесь. Только рыбы нет. Только рыбы нет. Это сегодня натяжка есть. Не знаю, что это такое. Зацеп. Зацеп. Угу. О, отцепилась. Так, здесь что-то было да ушло. Что-то было да ушло. Здесь что-то было да ушло. Второй ушел. Что-то дергает. Налимчик. Килограммовый где-то, наверное. Еще налимчик мелкий. Так. Глубоко заглотил. Смысла нет отпускать. Здесь тоже пусто. Всех почикали. Здесь сход. Был, закрутил, ушел. И вот еще один. На полкило где-то. Еще мелочь. У тебя-то я точно оставлю. Заглотил-то, а? Как взрослый. Будешь вместо приманки. Так, и тут... вон. Зацеп, который был, обломил крючок. Куда-то зацеплялись. Сейчас поменяем крючок. Закинем продольник. И скоро домой. Ну вот и крайний продольник у меня. Вижу, вот баночка там болтается на течении. Баночка тюрьма. Видно дно, но такое мутное. Посмотрим. По-любому мелочевка зацепилась. А может и крупный. На мелкого взять. Здесь, в принципе, место уловное. Так, ну что у нас? Что-то дергает, мелочь пузатая. Первый крючок пустой. Стыбзили. Второй пустой. Украли. Налимью варье. Третий. Налимчик вот такой вот мелкий, шустрый. Заглотил аж до кишков. С брюх крючок торчит.
Не жилет. По-любому не жилет. Вон второй налимчик. О, какое желтое пятно. Что-то он больной, что ли, а? Это что за родимое пятно у него? Первый раз такое вижу. Какой-то больной налим. Пустой. Пилявка. Мы тебя, конечно, оставим. Болтайся дальше. Еще одна сипелявка. Тоже оставим. Ну все. Конец фильма. Так, и что у нас? Ведро налимов. Вот. Килограммовики, полкилограммовики. Поменьше есть. Вот один там, я не знаю, 3-3,5, может быть, один налим и все. Ну как-то вот так. Нет крупного налима, один детский сад. Куда он девается, не знаю. Ладно, будем завершать сегодняшнюю рыбалку. Сняли все палки, оставили. Ну, чисто для интереса. Будет крупный, не будет. Посмотрим. Ну вот, друзья, дотопали мы до нашей машины, до моего извозчика. Достается же ему иногда. Что у нас? У нас есть ведро рыбы. Сняли много палок. Сняли банки для живцов. Оставили только 2 банки. Немного палок оставили. Сколько там штук, наверное, 13. Сегодня рыбалка порадовала. Много, конечно, мелкого налима. Вон. Которые заглотили, но есть и крупненький, вот он. Такой красавец. Еще с икрой, что ли? Ага. Ну уже все, уже практически отнерестился. Вот сегодня такой красавчик у нас. Я доволен. Все-таки я нашел его. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Впереди рыбалка на Хариуса. Впереди все самое интересное. До встречи, друзья, на реке.